Одна из крупнейших IT-компаний «Интерфакс» готова реализовать проект внедрения информационно-аналитической системы в Абхазии совершенно бесплатно. Председатель Комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям депутат Резу Зантаря представил международную информгруппу «Интерфакс», которая предлагает концепцию, созданную на основе официальных источников Абхазии. Развитие современной эффективной деловой среды и интеграция в мировую экономику невозможно без цифровой трансформации государства и бизнеса. В данной связи Интерфакс предлагает, сегодня у нас гости Интерфакса, в данной связи, я их позже представлю, в данной связи Интерфакс предлагает провести презентацию концепцию создания национальной информационно-аналитической системы, созданной на основе официальных источников Республики Абхазия. Данные о компаниях республики будут доступны пользователям цифровых продуктов Интерфакса по всему миру, что является немаловажным. Их более 100 тысяч пользователей, что улучшит деловой климат и повысит привлекательность экономики для международных партнеров как на территории России, так и на всем остальном мировом пространстве, где распространяется территория информационная среда Интерфакса. Первый замглавы международной информгруппы «Интерфакс» Георгий Гуля рассказал, что в компании около 400 работников, и на сегодняшний день они сотрудничают со странами Ближнего Востока, которые хотят создать у себя такие национальные системы. «Интерфакс» у всех ассоциируется, и правильно, это прежде всего с лентами новостей. Мы так и начинали, как и любое мировое агентство. Мы продавали новости, создавали их. Но сейчас группа «Интерфакс» – это крупнейшая частная, так скажем, IT-компания. У нас работает около 400 программистов, и мы создаем сложнейшие системы, которые… Вот первый наш проект был в России. Сегодня такие системы, как Spark, Scan, X-Compliance, их можно перечислять, необходимы, то есть 80% государственных структур, бизнес-структур, банков пользуются нашими системами, и представить элементарную выдачу кредитов без посыла к нашей системе просто невозможно. Налоговая служба, вы с ними общаетесь, России, она один из наших крупнейших клиентов, там почти 6 тысяч пользователей, и налоговая, так скажем, выставляет и претензии, и поощряет налогоплательщиков тоже благодаря нашим системам. Проект был презентован на заседании. Участников встречи подробно ознакомились с программой. Директор по развитию бизнеса в госсекторе и странах ближнего зарубежья «Интерфакс» Дарья Мелех рассказала, что система позволяет эффективно бороться с коррупцией. Также предприниматели могут видеть данные о себе и других представителях бизнеса. Создание системы, в которой будут объединены данные по всем возможным бизнесам, и они будут не просто объединены, они будут в реальном времени изменяться. То есть что-то происходит, и эта информация тут же будет обновляться. Является огромной ценностью. Почему? Потому что, с одной стороны, это очень сильно повышает налоговую дисциплину. И это то, что прошла Россия в свое время. То есть просто увеличивается объем налоговых сборов. С другой стороны, все, что касается борьбы с коррупцией. Мы посмотрим с вами на конкретных примерах, как довольно несложно на больших данных качественных выявлять конфликты интересов и разные, в том числе, преступные сговоры. Потому что зачастую это касается ситуации, когда есть компания, у которой заказывает услугу государства. Вот здесь, к сожалению, довольно много есть сценариев того, как это можно использовать не по назначению. Это все довольно легко отследить и вовремя увидеть. Но есть и чисто бизнесовая история, если внутри страны предприниматели имеют точно так же возможность видеть данные и о себе, и о соседях, и о всех тех, кто работает с ними в той же области, или наоборот в какой-то области, которая комплементарна к нему, да, можно выстроить какую-то цепочку, одного логистику, другого производства, у третьего продажа, у четвертого экспорт. Это, безусловно, стимулирует развитие экономики. По словам министра экономики Теймураза Меквабя, до введения национальной информационно-аналитической системы необходимо провести значительную подготовительную работу. Этот процесс может занять несколько лет. Для того, чтобы полноценно запустить
этот интерфейс и сделать его максимально информативным, нам обязательно потребуется много чего поменять в порядке взаимодействия органов между собой, в порядке взаимодействия органов и заявителей. И самое главное, что это все должно найти отражение в законах и подзаконных актах. Но будет ли интерес? Мне кажется, будет. Будет ли смысл? Уверен, что в будущем будет, как только эта информационная база будет максимально наполнена и будет содержать в себе всю информацию, которая может интересовать потенциального партнера, допустим, гражданина Российской Федерации, который хочет заключить договорные отношения с абхазским юридическим лицом. Как только он будет в состоянии всю информацию, которая его интересует, получить, у него, безусловно, уверенность в своем партнере будет выше. Первый проректор АГУ Роман Дбар, принимавший участие в обсуждении, считает, что нужно уже сейчас начать подготовку специалистов для обслуживания информационно-аналитической системы. Например, Абхазский государственный университет имеет десятки договоров с вузами Российской Федерации, но практически ни с одним вузом мы не смогли создать совместную лабораторию. И главная причина – это бюджетные ограничения российских организаций, которые не могут потратить ни одного рубля в Абхазии. Поэтому в этом плане, конечно, то, что вы представляете частную компанию, это дает достаточно хорошие, интересные перспективы для взаимодействия. Если, скажем, к примеру, Интерфакс будет заинтересован создать в Абхазском государственном университете такую площадку, которая будет готовить специалистов для этого направления, то это будет очень интересным взаимодействием, перспективным, которое через буквально несколько лет даст совершенно интересные и очень эффективные плоды. Поэтому мы за. Участники встречи высказали свое видение реализации проекта внедрения информационно-аналитической системы в Абхазии и необходимые действия для его реализации.